Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Я желаю мира всем, кто смотрит это видео. С вами ваш брат Микаиль. Не так давно в Египте прошли выборы президента страны. На них победил Абдул-Фаттах ас-Сиси с результатом 97% голосов. Его единственный конкурент Мустафа Муса набрал не более 3%. Его поддержало около 640 тысяч человек. Но самым необычным на этих выборах стал тот факт, что более 1 миллиона бюллетеней было испорчено. На них было написано имя человека, который даже не выдвигал свою кандидатуру. Но я еще раз озвучу эту цифру. Более 1 миллиона граждан пожелало, чтобы именно этот человек стал президентом их страны. И его имя – Мухаммад Салих. Мухаммаду всего лишь 25 лет, и он простой футболист. Или же непростой? Давайте разберемся. По сути, этот человек занял 2-е место на выборах президента Египта. В чем же причина его необычайной популярности? Сейчас Мухаммад является самым дорогим игроком из Африки, и его оценивают в 3 миллиарда рублей. 2 недели назад он был признан лучшим футболистом сезона в английской премьер-лиге. Благодаря его стараниям сборная Египта примет участие в чемпионате мира. Но так было не всегда. Салах родился в бедной египетской деревне. Впервые футбольный мяч он увидел в 8 лет на старом телевизоре, который еле ловил сигнал. Но эта игра настолько запала мальчику в душу, что он начал тренироваться с невероятным усердием, и спустя долгие годы его заметили. В 2010 году в возрасте 17 лет он дебютировал за первую команду, а уже в 2015 году он был признан лучшим футболистом мира. С 2017 года он выступает за Ливерпуль. На самом деле, лично я не любитель футбола, и заинтересованность этой игрой осталась на уровне дворовой команды. Но тем не менее, Мухаммад Салих интересует меня как личность, которая смогла стать успешной, не отказываясь от своей веры и корней. Мухаммад в первую очередь мусульманин, и миллионы людей в восторге не только от того, как он играет в футбол, но и от того, как он исповедует ислам в своей повседневной жизни. Часто бывает, что Салах делает дуа перед матчем, а после забитого гола совершает саджда шукур в знак благодарности Аллаху. Благотворительность для Мухаммада – это привычное дело. Это был совсем пустой, свободный участок земли, который он покупал и вложил деньги, чтобы это строить учебный религиозный центр. А можно узнать сумму, которую он потратил на это? Около 8 миллионов египетских фунтов. 8 миллионов египетских фунтов? Да, земля и постройка. На родной земле Салах строит школы, крытые футбольные поля и помогает развивать спорт. Он поддерживает малообеспеченные семьи и бывших спортсменов, которые не смогли найти работу. Он жертвует деньги больницам, финансирует покупку автомобилей, скорой помощи и дорогих препаратов. У него для этого достаточно денег, скажете вы. И его гонорар во много раз выше зарплаты врача или учителя. Да, у Мухаммада есть деньги, большие деньги, но они не испортили и не вскружили ему голову. Очень часто бывает так, что человек, на которого свалилась большая слава и большие деньги, пускается во все тяжкие, пытаясь взять от жизни все. Но это не тот случай. В этом плане очень показательной является одна история, которая случилась с Салахом. Однажды квартиру Мухаммада и его отца обокрали. Отец подал заявление в полицию, и преступника задержали. Однако сын попросил отца отозвать иск и отпустить вора. И более того, чтобы тот больше не совершал преступлений, Мухаммад дал ему денег на еду и помог найти работу. Салах не только помогает людям, но и призывает к этому других. Когда один из бизнесменов Египта решил подарить Мухаммаду роскошную виллу в качестве признания, футболист поблагодарил, но отказался. И предложил меценату пожертвовать деньги на развитие деревни Нагрик, откуда он родом. Вот и весь секрет популярности Мухаммада. Он не только прославил свой народ, став лучшим, но и остался верен себе и своей религии. Я думаю, с него можно брать пример целеустремленности. И это яркий пример того, когда религия становится не преградой, а ступенью на пути к цели. Несмотря на то, что он плохо говорит по-английски, у него есть борода, он похож на араба, хотя он и есть араб. Его уважают миллионы, и он об этом никого не просил. Это пример уверенного человека, который придерживается исламской идентичности,
Они подстраиваются под западные стандарты. И этим самым он вдохновляет других мусульман. А его вера является опорой. Несомненно, Аллах даровал этому человеку талант. Но несмотря на это, он продолжает усердно работать, ставя перед собой новые и большие цели. Я снял это видео для вас, чтобы вы могли вдохновиться этим примером и достигать все больших и больших результатов. И знаете, если у вас это будет получаться, то это не будет вашей личной победой. Это будет победой всего ислама. Да одарит Всевышний Аллах нас своей милостью и поместит в райские сады. Аминь. С вами был ваш брат Микаэль. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте нас в своих праведных дуа. Ассаляму алейкум.